каждой минутой перед началом турнира напряжение нарастает. Состязание товарищеское, но от этого не менее важное для ребят. Муслим Дадаев хоккеем занимается лишь год. За это время вместе с юношеской сборной принимал участие во множестве игр, а в декабре прошлого года вышел на лед в Словении, где с успехом выступил на международном товарищеском матче. Очень важный матч для нас. Каждый день на тренировки ходил, на льду занимался, все разминки делал, готовился к игре. В годовщину открытия 12-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 в Сочи чеченским хоккеистам передали приветственное письмо от президента Олимпийского комитета Александра Жукова, после чего получают краткий инструктаж. Только честная и красивая игра. Все, что требуют судьи от хоккеистов. Участники поделены на 3 команды. В сером – Грозный 1, белый – Грозный 2, зеленый – Грозный 3. С первых минут идет серьезная борьба за шайбу. Перехватить инициативу друг у друга спортсмены пытаются то напором, то хитростью. В равных составах команды играют, потому что это общая одна команда, мы их разделили на 3 равноценные части. То есть каждый борется, каждый хочет выиграть, то есть это спортивная злость, спортивный интерес, все хотят занять первое место. С трибун то и дело доносятся выкрики болельщиков. Юных спортсменов поддерживают не только друзья по команде, но также родные и близкие. В республике, как мы знаем, все делается для развития спорта. Глава Чеченской республики Рамзан Ахмадович Кадыров, Герой России, делает все возможное и невозможное. Строятся новые залы, спортивные комплексы. Я думаю, что в скором будущем у нас будут развиваться зимние виды спорта уже на достойном уровне. И мы будем выступать на международных и всероссийских соревнованиях по зимним видам спорта. 1,5 часа ледовых баталий выявили победителей. По итогам матчей золото у команды Грозный-1, серебро у хоккеистов Грозный-2 и бронза у Грозный-3. Всех спортсменов также наградили дипломами, грамотами и командными кубками. Розана Цамаева, Елизавета Чепханова, Султан Умаров. Новости.